Я лежал на той койке в городской больнице и смотрел, как мой собственный сын Олег пытается украсть у меня все, что я построил за свою жизнь. Телефон с севшим аккумулятором на тумбочке напоминает о десятках звонков, оставшихся без ответа. Операция на бедре прошла успешно, но сын так и не вернулся за мной. Я только что узнал правду. Олег и его жена Марина продают мой дом, перенаправляют мою пенсию и представили фальшивые документы, утверждая, что у меня деменция, чтобы на неопределенный срок упрятать меня в эту больницу. Мой собственный сын планирует стереть меня из своей жизни, завладевая всем, что я построил потом и кровью. Меня зовут Егор Петрович Кузнецов. Мне 68 лет, и всю свою жизнь я посвятил строительству. Я возводил дома для сотен семей в Подмосковье, от особняков на Рублевке до обычных жилищ в Бирюлево. На свои сбережения я построил собственный дом в районе Сокольники, кирпич за кирпичом, пока в одиночку растил Олега после того, как Маргарита, моя жена, скончалась, когда ему было всего 8 лет. Теперь этот самый сын бросает меня, когда я больше всего в нем нуждаюсь. Предательство я раскрыл случайно. Медсестра Орлова одолжила мне свой телефон, чтобы позвонить соседке, Клавдии Петровне. Она прошла мимо моего дома, и то, что она мне рассказала, повергло меня в шок. На фасаде висит табличка «Продается». А Олег и Марина выносят мои вещи, мои инструменты, мои воспоминания. Все, что я создавал десятилетиями, упаковывается и продается, пока я заперт в этой больничной палате. Доктор Васильев входит, чтобы проверить мою историю болезни. Это мужчина лет 55, с сидеющими волосами и взглядом, который видел слишком много человеческих страданий. Он внимательно смотрит на меня, проверяя жизненные показатели. «Егор Петрович, ваше физическое восстановление идет отлично. В обычных обстоятельствах я бы уже мог вас выписать. Но мой сын не приезжает за мной, доктор». Доктор Васильев закрывает дверь палаты и понижает голос. «Егор Петрович, вы должны кое-что знать. Ваш сын представил документы, в которых утверждается, что вы страдаете деменцией. Он оформляет ваш перевод в дом престарелых. Это ложь. Я в здравом уме и твердой памяти. Я знаю, в ваших анализах нет никаких признаков когнитивных нарушений. Но ваш сын представил нотариальную доверенность, которую вы якобы выдали ему 2 года назад. Я никогда такого не подписывал. Это должно быть подделка». Доктор медленно кивает, словно мои слова подтвердили его подозрения. «Егор Петрович, к сожалению, я часто вижу подобные случаи. Пожилые люди, брошенные семьями, лишенные имущества, но обычно у них нет той ясности ума, которую сохраняете вы, ни решимости бороться. Я приподнимаюсь на кровати, чувствуя, как негодование придает мне сил. И я буду бороться, доктор. Я не позволю собственному сыну похоронить меня заживо». Доктор Васильев смотрит на меня со смешанным чувством уважения и беспокойства. «Вы не будете одиноки в этой борьбе. Я знаю кое-кого, кто может нам помочь. Майор полиции Ульянов Дмитрий Сергеевич из отдела по борьбе с преступлениями против пожилых граждан». В этот момент входит медсестра Орлова. Она тоже стала моим молчаливым союзником с тех пор, как узнала о намерениях моего сына. «Доктор, только что пришел сын господина Кузнецова. С ним женщина, которая говорит, что она врач-гериатр». Доктор Васильев многозначительно смотрит на меня. «Они ускоряют свои планы, хотят забрать вас из больницы, прежде чем мы сможем вмешаться. Что нам делать? Выиграть время. Я займусь этой так называемой гериатром. Вы подыгрываете, делайте вид, что ничего не подозреваете». Тем временем медсестра Орлова свяжется с майором Ульяновым. Я киваю, понимая план. Десятилетиями я работал на стройке, решая проблемы
приспосабливаясь к трудным ситуациям. Это ничем не отличается. Речь идет о фундаментах, о конструкциях, о тщательных планах. Мой сын хочет построить свое будущее на руинах моего. Но он не знает, что у этого старого строителя еще есть козыри в рукаве. Олег входит в палату со своей женой Мариной и женщиной в белом халате, которую я никогда не видел. На его лице смесь фальшивого беспокойства и едва скрываемой нервозности. На нем новый костюм и часы, которые он не мог бы себе позволить на свою зарплату. Мои деньги, без сомнения. «Папа, как ты? Прости, что не мог приехать раньше. Мы были заняты подготовкой для твоего благополучия. Я вспоминаю совет доктора. Подыгрывать?» «Я в порядке, сынок. Готов вернуться домой». Я вижу, как он обменивается быстрым взглядом с Мариной. Насчет этого... «Папа, да, познакомься. Это доктор Савельева. Она специалист по гериатрии и консультировала нас по твоей ситуации». Женщина в белом халате делает шаг вперед с улыбкой, которая не достигает ее глаз. «Егор Петрович, ваш сын рассказал мне о ваших эпизодах замешательства и потери памяти. Мы рассматриваем место, где вам смогут оказать специализированный уход, в котором вы нуждаетесь». Прежде чем я успеваю ответить, в дверях появляется доктор Васильев. «Прошу прощения, доктор, у меня нет записи о том, что вас привлекали к случаю господина Кузнецова. Я его лечащий врач и не разрешал никаких дополнительных обследований. Так называемая докторша выглядит сбитой с толку». Олег быстро вмешивается. «Доктор Васильев, доктор Савельева, частный консультант, которого мы наняли, чтобы помочь с переездом отца в его новый дом». «Новый дом? Господин Кузнецов еще не выписан, и когда его выпишут, он вернется по своему текущему адресу, если только сам не укажет иное». Я вижу разочарование на лице Олега, беспокойство у Марины. Их план наталкивается на препятствия, которых они не ожидали. Мой отец не в состоянии принимать такие решения. У меня есть нотариальная доверенность. Этот документ придется проверить, прерывает доктор Васильев. Особенно потому, что он не совпадает с когнитивной оценкой, которую мы провели господину Кузнецову, который находится в полном сознании и способен принимать собственные решения. Олег сжимает кулаки. На мгновение я вижу в нем того мальчика, который устраивал истерики, когда не получал желаемого. Но теперь это не ребенок, а мужчина, готовый пожертвовать собственным отцом ради денег. Это абсурд. Мы вернемся с необходимыми документами и ордером на его перевод. Делайте, что считаете нужным, спокойно отвечает доктор Васильев. А пока господин Кузнецов останется под нашим медицинским наблюдением. Когда они уходят, тишина заполняет палату. Доктор Васильев подходит к моей кровати. «Егор Петрович, они только что совершили ошибку. Эта женщина не врач, по крайней мере, не в этой больнице и не в одной из крупных в городе. Я попросил проверить ее удостоверение. Это дает нам больше оснований для действий. И что теперь, доктор? Теперь готовим нашу защиту. Медсестра Орлова уже связалась с майором Ульяновым. Он приедет сегодня днем, чтобы взять ваши показания. А пока нам нужно все документировать. Их визиты, разговоры, намерения. Он достает из кармана халата маленький диктофон. С вашего позволения мы будем записывать любые будущие разговоры с вашим сыном или невесткой. Это послужит доказательством. Я киваю, благодарный этому неожиданному союзнику. Когда доктор уходит, я остаюсь смотреть в окно своей палаты. Снаружи жизнь продолжается. Люди ходят, работают, строят. Точно так же, как я делал это 50 лет. Всю свою жизнь я строил дома для других. Дома, где семьи будут расти, любить, стареть вместе. Я никогда не думал, что мой собственный сын попытается отнять у меня дом, который я построил для нас. Медсестра Орлова входит с подносом с едой и кое-чем еще.
«Зарядное устройство для вашего телефона, чтобы вы могли общаться», — говорит она с заговорщической улыбкой. «И вот это». Она протягивает мне небольшой блокнот и ручку. «Майор Ульянов предлагает вам записать все, что вы помните о ваших отношениях с сыном за последние годы. Займы, важные разговоры, все, что может иметь значение». Я беру блокнот и начинаю писать. Мой почерк — это почерк человека, который провел больше времени, держа в руках лопаты и молотки, чем ручки. Но слова льются ясно. Я пишу о доме, который построил, о жертвах, на которые пошел ради Олега, о займах, которые он мне так и не вернул, о нарушенных обещаниях. Пока я пишу, я чувствую, как что-то меняется внутри меня. Первоначальная грусть и растерянность превращаются в решимость. Если Олег хочет войны, он ее получит. Но поле битвы выберу я. Майор Ульянов. Дмитрий Сергеевич приезжает днем. Это крепкий мужчина с густыми усами и глазами, которые, кажется, видят сквозь ложь. Он напоминает мне одного прораба, с которым я работал в свои первые годы на стройке. Жесткий, но справедливый. «Егор Петрович», — говорит он, садясь рядом с моей кроватью. «Доктор Васильев ввел меня в курс дела. Мне очень жаль, что так происходит». «Спасибо, майор. Хочу, чтобы вы знали, это не первый случай, который я вижу. К сожалению, оставление и финансовое насилие в отношении пожилых людей стало обычным явлением. Но, в отличие от многих жертв, у вас есть преимущество. Вы действовали быстро, и у вас есть свидетели». Я протягиваю ему блокнот, где все записал. Он с интересом его пролистывает. «Это хорошее начало. Теперь мне нужны ваши официальные показания». В течение следующего часа я рассказываю ему все. Мои отношения с Олегом на протяжении многих лет. Жертвы, на которые я шел как отец-одиночка, и недавние события. Майор записывает мои показания на диктофон и делает подробные заметки. «Один вопрос, Егор Петрович. Вы когда-нибудь подписывали доверенность на имя вашего сына?» «Никогда. Единственный раз, когда мы вместе ходили к нотариусу, был, когда я переоформлял ипотеку на дом, чтобы одолжить ему деньги на его бизнес по продаже стройматериалов. Бизнес, который, кстати, провалился». Майор задумчиво кивает. «Это важно. Если существует доверенность с вашей подписью, скорее всего, она поддельная. Мы можем запросить графологическую экспертизу. У Олега всегда был доступ к моим документам. Ему не составило бы труда скопировать мою подпись. Мы это расследуем. Также проверим ситуацию с вашим домом и банковскими счетами. А пока я запрошу обеспечительную меру, чтобы остановить любые транзакции, связанные с вашим имуществом. Впервые с тех пор, как Олег оставил меня в этой больнице, я чувствую проблеск надежды. Майор Ульянов встает. «Егор Петрович, мы будем бороться за вас. Вы в этом не одиноки». Когда он уходит, больничная палата больше не кажется мне тюрьмой, а скорее окопом, из которого я планирую свою контратаку. Мой сын думает, что я беспомощный старик, которого можно списать со счетов и забыть. Он скоро узнает, как сильно он ошибается. Ночь опускается на городскую больницу. Свет в коридоре тускнеет, и тишина окутывает здание. Я лежу, глядя в потолок, думая обо всем, что произошло. Где-то в этом городе Олег и Марина находятся в моем доме. Спят в моей кровати, планируя, как избавиться от меня навсегда. Они не знают, что в их плане есть трещины, как в тех плохо построенных домах, которые я видел рушащимися со временем. Они не знают, что у этого старого строителя все еще есть сила и мудрость, чтобы защитить себя. И самое главное, они не знают, что только что совершили самую большую ошибку в своей жизни, недооценив меня.
Я закрываю глаза, но не для того, чтобы спать. Чтобы планировать, вспоминать, собирать каждую крупицу доказательств, которую я смогу использовать в своей защите. Меня зовут Егор Петрович Кузнецов, и это история о том, как мой сын бросил меня в больнице и как правосудие, наконец, постучалось в мою дверь. Утро приходит в городскую больницу с металлическим лязгом тележек с лекарствами в коридоре. Я просыпаюсь с новой решимостью после разговора с майором Ульяновым. Моя контратака уже началась. Пока я наблюдаю из окна за суетой на парковке, я думаю о своем доме в Сокольниках, о руках, которые его построили, моих руках. И о том, как мой собственный сын теперь пытается отнять его у меня с помощью лжи и поддельных документов. Медсестра Орлова входит с моим завтраком и новостью, которая меня настораживает. «Егор Петрович, ваш сын и невестка снова в больнице. Они пришли с нотариусом. У меня сжимается желудок. Они ускоряют свои планы, пользуясь тем, что майор Ульянов только начал свое расследование. Я принимаю быстрое решение. Сестра, пожалуйста, предупредите доктора Васильева, и, если можете, запишите разговор. Как мы договорились вчера». Она кивает, достает маленький диктофон из кармана своей униформы и незаметно кладет его под мою подушку, прежде чем выйти. Я мысленно готовлюсь к встрече, вспоминая совет майора. Сохранять спокойствие, при необходимости изобразить некоторую растерянность, но наблюдать и записывать все. Олег входит первым, за ним Марина и худой мужчина в темном костюме, который, должно быть, и есть нотариус. Мой сын держит под мышкой папку. Его поведение сегодня другое. В его движениях чувствуется едва сдерживаемая спешка. «Доброе утро, папа. Как ты себя сегодня чувствуешь?» «Растерянно», — отвечаю я, следуя своей стратегии. «Не понимаю, почему ты не приехал забрать меня домой». Олег обменивается взглядом с Мариной, прежде чем ответить. «Папа, мы об этом говорили. Дом требует большого ремонта. Сейчас там для тебя небезопасно. К тому же с твоим состоянием...» «Каким состоянием?» Нотариус, который держится на заднем плане, наблюдает за сценой с явным неудобством. «Забывчивость, папа. Приступы замешательства. Доктор нам объяснил, что тебе нужен специализированный уход». Это поразительно и в каком-то смысле ужасно видеть, как ложь льется из уст моего сына. Того самого мальчика, которого я учил, что честность — самый важный фундамент для построения жизни. Теперь он фабрикует ложь с той же легкостью, с какой я мешал цемент. «Какой доктор?» «Доктор Васильев говорит, что я в полном порядке, за исключением прооперированного бедра». Еще один взгляд между ними, первая трещина в их плане. «Это был не доктор Васильев», — вмешивается Марина своим медовым голосом. «Другой специалист объяснил нам вашу ситуацию. И у этого специалиста есть имя?» Неловкое молчание прерывается появлением доктора Васильева, который входит со своим обычным профессиональным спокойствием, но с настороженным взглядом. «Доброе утро. Вижу у господина Кузнецова посетители. Могу я спросить, кто вы?» Обращается он к мужчине в темном костюме. «Гусев Михаил Семенович, нотариус», — отвечает мужчина, протягивая визитную карточку. «И могу я спросить, какое нотариальное дело требует присутствия госпитализированного пациента?» Олег быстро вмешивается. «Семейные дела, доктор? Документы, которые моему отцу нужно подписать для его же блага». «Интересно», — отвечает доктор Васильев. «Как лечащий врач господина Кузнецова, я должен убедиться, что любое решение, которое он принимает, принимается с полным осознанием и свободой. Могу я взглянуть на эти документы?» «Это частные дела», — протестует Олег. «В этой больнице здоровье и благополучие моих пациентов не частные дела, а моя ответственность», — твердо отвечает доктор. «Если господин Кузнецов собирается что-то подписать,
Мне нужно убедиться, что он полностью понимает, что подписывает. Нотариус, заметно смущенный, делает шаг вперед. «Доктор, насколько я понимаю, господин Кузнецов страдает от когнитивных нарушений, и у его сына есть нотариальная доверенность, чтобы действовать от его имени. А кто предоставил вам эту информацию, Михаил Семенович? Потому что в медицинской карте господина Кузнецова такого диагноза нет. На самом деле проведенные когнитивные тесты показывают, что он в полном сознании. Палата наполняется ощутимым напряжением. Я вижу, как лицо Олега каменеет, как фальшивая улыбка Марины застывает. Нотариус смотрит то на одного, то на другого, начиная понимать, что что-то не так. «Мне сообщил Кузнецов-младший», — наконец отвечает нотариус, указывая на Олега. «Он показал мне доверенность и медицинское заключение». «Я бы хотел увидеть это заключение», — прерывает доктор Васильев, «и эту доверенность». Олег достает документы из папки слегка дрожащими руками. Доктор внимательно их изучает. Его выражение становится все более серьезным. «Михаил Семенович, это заключение не из этой больницы и не несет моей подписи, хотя мое имя здесь указано. Что касается доверенности, он внимательно смотрит на документ. Я бы посоветовал вам тщательно проверить подлинность подписи господина Кузнецова, прежде чем приступать к каким-либо действиям». Нотариус берет документы, теперь уже явно обеспокоенный. «Вы намекаете, что...» «Я ничего не намекаю, Михаил Семенович. Я лишь советую вам быть предельно осторожным. Действия на основании потенциально поддельного документа могут иметь для вас серьезные юридические последствия». Олег делает шаг вперед. Маска заботливого сына полностью спадает. «Это смешно. Мой отец не в себе, врачи этой больницы некомпетентны, а мы лишь пытаемся ему помочь. Если у вас есть жалоба на медицинское обслуживание, вы можете подать ее официально», — холодно отвечает доктор Васильев. «А пока сообщаю вам, что господин Кузнецов останется под нашим наблюдением, пока его физическое состояние не позволит ему уйти на своих ногах. И тогда он пойдет туда, куда сам решит». Нотариус убирает документы в свой портфель. «Мне кажется, мне нужно кое-что проверить, прежде чем продолжать. С вашего позволения». Он быстро выходит из палаты, оставляя Олега, Марину, доктора и меня в напряженной тишине. «Это еще не конец», — наконец говорит Олег, его голос тихий и угрожающий. «Дом уже в процессе продажи. Покупатели вступают во владение на следующей неделе. Вы не сможете это остановить». «Ты продал мой дом без моего согласия?» — спрашиваю я, сбрасывая маску растерянности. «Дом, который я построил своими руками, чтобы дать тебе кров после смерти твоей матери? Это для твоего же блага, папа. Тебе нужен специализированный уход, а это стоит денег. Денег, которые ты мог бы получить от продажи моего дома и моей пенсии, пока бросаешь меня в доме престарелых навсегда». Марина вмешивается, ее голос теперь лишен искусственной сладости. «Не будьте таким драматичным, Егор Петрович. Это естественный жизненный цикл. Дети в конечном итоге должны заботиться о родителях». «Заботиться? Да. Бросать и грабить? Нет». Доктор Васильев, который молча наблюдал за обменом репликами, делает шаг вперед. «Думаю, на сегодня достаточно. Господину Кузнецову нужно отдохнуть». «Конечно, всегда его защищаете», — выплевывает Олег. «Но вы не сможете держать его здесь вечно». А когда он выйдет, он оставляет угрозу висеть в воздухе. Доктор смотрит на него в упор. «Вы угрожаете своему отцу, господин Кузнецов. Потому что если так, вы должны знать, что этот разговор записывается в рамках больничного протокола по защите уязвимых пациентов». Олег слегка бледнеет, но быстро берет себя в руки.
Я лишь говорю, что семейные дела должны решаться в семье, без постороннего вмешательства. Постороннее вмешательство, как вы его называете, обязательно, когда есть подозрение в насилии над пожилыми людьми, отвечает доктор. А теперь я прошу вас удалиться. Если вы захотите снова посетить господина Кузнецова, вам придется запросить предварительное разрешение. Когда они уходят, доктор закрывает дверь и глубоко вздыхает. Егор Петрович, ситуация серьезнее, чем мы думали. Ваш сын полон решимости довести этот план до конца. Я знаю, доктор. Я видел это в его глазах. Это уже не тот мальчик, которого я вырастил. Хорошая новость в том, что нотариус выглядел искренне обеспокоенным. Такие люди обычно не рискуют своей лицензией ради сомнительных сделок. Я достаю диктофон из-под подушки и протягиваю ему. Это послужит доказательством. Безусловно. Майор Ульянов добавит это к делу. Кстати, он просил передать, что уже издал приказ о заморозке любых транзакций, связанных с вашей собственностью. Но если продажа уже на продвинутой стадии, мы можем опоздать. Заканчиваю я его мысль. Идея потерять свой дом, который я построил кирпич за кирпичом, давит мне на грудь сильнее любой болезни. Не сдавайтесь, Егор Петрович. У нас еще есть варианты. Утро тянется медленно, я делаю упражнения в рамках реабилитации, хожу по коридору с помощью ходунков. Каждый шаг — это маленькая победа над болью и предательством. Мое тело восстанавливается, моя решимость растет. В полдень ко мне приходит неожиданный посетитель. Социальный работник больницы Софья Михайловна, женщина лет 40, с умным и сострадательным взглядом. Егор Петрович, доктор Васильев ввел меня в курс вашей ситуации. Я здесь, чтобы помочь вам. Она объясняет мне доступные ресурсы, права, которые защищают меня как пожилого человека, юридические возможности, которые у нас есть. Она делает подробные заметки из моего рассказа, задавая точные вопросы о моих финансах, моем доме, моих отношениях с Олегом на протяжении многих лет. «Нам нужна документация, подтверждающая вашу версию», — говорит она. «У вас есть оригиналы документов на дом, банковские выписки, какие-либо записи о займах, которые вы делали сыну? Все в моем доме, в металлическом сундуке под кроватью. Если Олег его еще не нашел, мы сделаем все возможное, чтобы его вернуть. Майор Ульянов может запросить судебный ордер на вход в собственность и изъятие ваших личных вещей. Вечером возвращается майор Ульянов с новостями. Его серьезное выражение готовит меня к худшему. Егор Петрович, мы проверили ситуацию с вашим домом. Действительно существует договор купли-продажи, подписанный 5 дней назад. Покупатели внесли значительный аванс. Я чувствую, будто на меня обрушилась балка. Мой дом, мой очаг — это нельзя остановить. Это сложно. Продажа была совершена до того, как мы издали приказ о заморозке. Однако у нас есть основания для ее оспаривания. Доверенность, которую представил ваш сын, анализируется экспертами-графологами. Если они подтвердят, что подпись поддельная, как мы и подозреваем, мы сможем аннулировать всю сделку. А тем временем нам нужно защитить ваше остальное имущество. Я проверил ваши банковские счета. Ваш сын совершил крупные снятия за последние недели, но кое-что еще осталось. Я запросил у банка заморозить любые дальнейшие движения. Майор показывает мне документы, объясняет юридические процедуры, говорит о сроках и возможностях. Я пытаюсь сосредоточиться, понять каждую деталь, но реальность происходящего бьет по мне со всей силой. «Майор, почему сын так поступает с собственным отцом?» Его взгляд смягчается. «Егор Петрович, за годы службы я видел,
что деньги могут развратить даже самые святые узы. Не вините себя. Ничто из того, что вы сделали или не сделали, не оправдывает этого. Я киваю, пытаясь ему поверить. Я задаюсь вопросом, в чем я ошибся как отец? Какой важный урок я забыл преподать Олегу? Что теперь? Теперь нам нужно больше доказательств. Ваша соседка Клавдия Петровна согласилась дать показания о том, что она видела. Грузовики, как ваши вещи, выносили из дома. Мы также разыскиваем так называемую докторшу, которую привел ваш сын. Если мы подтвердим, что она не врач, это будет еще одно обвинение в подделке профессиональной идентичности. Он объясняет, что они строят прочное дело, собирают доказательства, опрашивают свидетелей. Как я, когда готовил фундамент для дома, убеждаясь, что каждый элемент на своем месте, прежде чем начинать возводить стены. Егор Петрович, есть еще кое-что, что вы должны знать, говорит майор серьезным тоном. Мы наблюдаем за вашим сыном. Он посещает сомнительные места, бары с плохой репутацией, встречается с людьми, связанными с темными делами. Вы думаете, он может сделать что-то большее, чем просто обокрасть меня? Не хочу вас тревожить, но такая возможность есть. Поэтому мы усилили охрану в больнице. Офицер будет находиться рядом с вашей палатой 24 часа в сутки. Мысль о том, что мой собственный сын может представлять физическую угрозу, кажется мне почти невозможной для осознания. Мальчик, которого я носил на плечах, которого утешал, когда ему снились кошмары, которого учил обращаться со строительными инструментами, теперь замышляет что-то против меня. Когда майор уходит, я остаюсь смотреть в окно. Ночь опускается на Москву. Огни зажигаются один за другим, как искусственные звезды. Где-то в этом море огней находится мой дом. Дом, который Олег пытается продать. Дом, где каждый уголок хранит воспоминания. Маргарита, готовящая еду. Олег, учащийся ходить. Празднование дней рождения. Воскресные дни отдыха после изнурительных рабочих недель. Медсестра Орлова входит с ночными лекарствами. Она замечает мое настроение и на мгновение садится рядом с кроватью. Егор Петрович, мой отец тоже был строителем, знаете? Он построил наш дом в Переделкино своими руками. Если бы кто-то попытался его отнять... Она оставляет фразу незаконченной, но я понимаю ее посыл. У меня есть союзники. Спасибо, сестра, за все. Не благодарите. Я просто делаю то, что правильно. Отдыхайте. Завтра будет новый день борьбы. Этой ночью мне снятся дома. Дома, которые я построил, дома, которые я планировал, дома, которые остались недостроенными. Во сне я хожу по скелетам зданий, касаясь голых кирпичей, проверяя раствор, выверяя уровень. Я снова молод, силен, уверен в своих силах. Олег со мной. Но он ребенок, а не тот мужчина, которым он стал. Он следует за мной с восхищением, задавая вопросы, учась. «Папа, откуда ты знаешь, что эта стена выдержит?» — спрашивает он. «Потому что мы построили ее хорошо, сынок», — отвечаю я. «Когда строишь что-то честно и с заботой, это стоит вечно». Я просыпаюсь с этими словами, звенящими в голове. Рассвет едва начинает пробиваться сквозь окно. Я беру блокнот, который дала мне медсестра Орлова, и пишу. Записываю каждый займ, который я сделал Олегу, каждый неудачный бизнес, который я финансировал, каждую экономическую жертву. Пишу о доме, его характеристиках, точной дате, когда я его купил, когда перестраивал, какие материалы использовал. Данные, даты, точные цифры, боеприпасы для грядущей юридической битвы. Доктор Васильев заходит рано утром на свой обход. Он сообщает мне, что мое физическое восстановление идет отлично.
В обычных обстоятельствах я мог бы выписать вас через несколько дней, Егор Петрович. Но это необычные обстоятельства, не так ли? Нет, не так. Я говорил с главным врачом. Учитывая ситуацию с безопасностью и текущий юридический процесс, мы решили продлить ваше пребывание до тех пор, пока все не разрешится. Мы не оставим вас без защиты. Я благодарю его жестом. Больница, которая изначально была моей невольной тюрьмой, теперь стала моим убежищем. Утро идет своим обычным чередом. Завтрак, лекарства, физиотерапия. Я заканчиваю свои упражнения, когда появляется медсестра Орлова с встревоженным выражением лица. «Егор Петрович, ваша невестка здесь. Говорит, что ей нужно срочно с вами поговорить. Она пришла одна». Я хмурюсь. «Марина без Олега?» «Да». «И она выглядит нервной. Хотите, чтобы я ее впустила?» «Да, но оставайтесь поблизости, пожалуйста». Марина входит нерешительными шагами. Ее обычный безупречный вид исчез. Волосы небрежно собраны, без макияжа, глаза красные. «Егор Петрович», — говорит она тихим голосом, подходя к кровати, — «я пришла без ведома Олега». «Что ты хочешь, Марина?» «Пришла проверить, не увезли ли меня уже в тот дом престарелых, который вы для меня спланировали». Она опускает взгляд. «Я это заслужила. Я заслужила ваше презрение и гораздо большее. Но я пришла не спорить. Я пришла, потому что все выходит из-под контроля». «Что ты имеешь в виду?» «Олег в отчаянии. Он знает, что вы ведете расследование. Он много пьет, звонит кому-то по ночам, встречается с людьми, которые меня пугают. Холодок пробегает по моей спине. Майор Ульянов был прав в своих подозрениях. Что за люди? Я не знаю точно. Мужчины, которые выглядят опасно. Я слышала обрывки разговоров. Что-то о решении проблемы. Окончательно. Намек ясен и ужасающий. Олег пересек черту, с которой, возможно, нет возврата. Почему ты рассказываешь мне это сейчас, Марина? Ты была его сообщницей с самого начала. Она достает платок и вытирает слезы, которые начинают катиться по щекам. Сначала все казалось просто. Олег сказал мне, что вы договорились продать дом, чтобы переехать в место поменьше, что нам просто нужно помочь ему с документами, потому что вы заняты операцией. И ты ему поверила? Я хотела поверить. Потом, когда мы оставили вас здесь и дни шли, я начала задавать вопросы. Олег пришел в ярость. Сказал, чтобы я не лезла не в свое дело, что уже слишком поздно отступать. А теперь? Теперь я боюсь, Егор Петрович. Боюсь того, что Олег может сделать. Боюсь за вас и боюсь за себя. Я внимательно ее изучаю. Это еще одна уловка. Способ завоевать мое сочувствие, чтобы потом использовать его против меня. 50 лет в строительстве научили меня распознавать слабые конструкции, дефектные материалы. И что-то в отчаянии Марины кажется мне подлинным. «Что ты хочешь от меня, Марина? Вашего прощения?» «Нет, это было бы слишком. Но, возможно, вашей защиты. Я могу вам помочь. У меня есть информация. Документы, о которых Олег не знает. Какие документы?» Марина открывает свою сумку и достает папку. Вот оригинал договора купли-продажи дома, копия поддельной доверенности. И вот это. Она достает маленький предмет, который я сразу узнаю. Ключ от моего металлического сундука. Сундук в кладовке, которую мы сняли, чтобы хранить некоторые ваши вещи. Олег планировал избавиться от него в эти выходные. Я беру ключ дрожащими руками. Почему ты это делаешь, Марина? Честно. Потому что, когда я выходила замуж за Олега, я не выходила за мошенника. И не за человека, способного бросить собственного отца. И потому что... Она на мгновение замолкает. Потому что я беременна, Егор Петрович. У меня будет ребенок.
И я не хочу, чтобы он рос с отцом в тюрьме. Или, что еще хуже, с отцом, способным сделать то, что Олег собирается сделать. Новость ошеломляет меня, как плохо закрепленная балка. Внук. Новый Кузнецов, который появится на свет посреди всей этой семейной трагедии. Олег знает? Нет. Я собиралась сказать ему на прошлой неделе, но когда увидела его разговаривающим с теми людьми, решила промолчать. Мне нужно защитить моего ребенка, Егор Петрович. И мне нужна ваша помощь, чтобы остановить Олега, прежде чем он совершит что-то непоправимое. Я зову медсестру Орлову, которая тактично ждала за дверью. Я прошу ее немедленно связаться с майором Ульяновым. Битва за мое достоинство и мое будущее только что приняла неожиданный оборот. Я больше не просто отец, борющийся за свое, но и дед, пытающийся защитить внука, который еще не родился. Майор Ульянов прибывает в больницу менее чем через час после моего звонка. На его обычно непроницаемом лице отражается беспокойство, когда он видит Марину, сидящую у моей кровати, все еще со слезами на глазах. Его сопровождает социальный работник Софья Михайловна с блокнотом в руке, готовая все задокументировать. «Марина Олеговна, я понимаю, у вас есть важная информация», — говорит майор, садясь напротив нее. Марина повторяет то, что рассказала мне. Тайные встречи Олега, завуалированные угрозы, страх, который она теперь испытывает, ее беременность. Говоря, она передает документы, которые принесла. Оригинал договора купли-продажи дома, копию поддельной доверенности и ключ от моего сундука. «Это доверенность», — говорит майор, изучая документ. «Подпись, очевидно, не совпадает с подписью Егора Петровича. Вы знаете, кто ее подделал?» «Олег». Он набил руку в подделке подписей. Раньше он так делал с чеками на своих старых работах. Это откровение бьет по мне, как удар молота. Мой сын был мошенником годами. Как я этого не заметил? А сундук... Мы можем поехать за ним прямо сейчас? Марина кивает. Он в кладовке в Мытищах. Я могу показать, где. Майор делает звонок, давая указание подготовить группу. Он поворачивается ко мне. «Егор Петрович, мы вернем ваш сундук сегодня же. Что именно в нем находится?» «Важные документы. Оригиналы документов на дом. Мое свидетельство о браке, семейные фотографии. И самое ценное — дневник, в котором я записывал каждый займ, который делал Олегу, каждую инвестицию в его провальные бизнесы, каждый крупный расход. Это будет решающим доказательством», — говорит социальный работник, делая пометки. С этим и документами, которые принесла Марина Олеговна, мы можем начать процесс аннулирования продажи дома и возврата средств, выведенных с ваших счетов. Майор встает. «Марина Олеговна, вам нужно поехать с нами, если ваш муж узнает, что вы были здесь». Она бледнеет и кивает, беря свою сумку. «Егор Петрович, простите меня. Правда, простите за все это. Я смотрю на нее, на эту женщину, которая была соучастницей моего оставления, но которая теперь рискует своей безопасностью, чтобы помочь мне. Жизнь редко бывает простой. Люди редко бывают полностью хорошими или плохими. Как в строительстве, где даже несовершенные материалы могут найти свое место в правильной конструкции. Береги моего внука, Марина. Это все, что я говорю. Когда они уходят, я остаюсь один со своими мыслями. Полицейский, приставленный к моей охране, незаметно стоит за дверью. Больница продолжает жить своей неумолимой рутиной. Врачи делают обходы, медсестры раздают лекарства, пациенты приходят и уходят. Но мой мир замер в этой критической точке. В этот момент откровений и решений, которые определят остаток моей жизни.
Доктор Васильев заходит на свой вечерний осмотр. Он сообщает мне, что физически я готов к выписке, но, учитывая обстоятельства, больница одобрила продление моего пребывания на неопределенный срок. Это меньшее, что мы можем сделать, Егор Петрович, пока ваша юридическая ситуация не разрешится и вам не будет безопасно выходить. Спасибо, доктор. Никогда не думал, что больница станет моим убежищем. Иногда жизнь ведет нас по неожиданным путям, отвечает он с усталой улыбкой. Важно то, как мы реагируем на эти повороты. Пока он проверяет мою историю болезни, он рассказывает мне о других подобных случаях, которые видел за свою карьеру. Пожилые люди, пострадавшие от собственных родственников, лишенные имущества, брошенные, когда им больше всего нужна поддержка. «Это тихая эпидемия», — говорит он, «которая затрагивает тысячи пожилых людей по всей стране. Что отличает ваш случай, Егор Петрович? Так это то, что вы боретесь. Многие сдаются, стыдясь или будучи слишком ранеными, чтобы защищаться. Его слова придают мне сил. Да, я борюсь. В свои 68 лет, с только что прооперированным бедром и разбитым сердцем от предательства сына, я веду самую важную битву в своей жизни. Часы тянутся медленно. Вечер сменяется ночью. Я ужинаю безвкусной больничной едой, глядя новости по маленькому телевизору в палате. Политические конфликты, стихийные бедствия, преступления. Мир продолжает вращаться со своими проблемами, пока моя маленькая семейная драма разыгрывается в тени. Ближе к полуночи возвращается майор Ульянов. Его выражение лица мрачное, но решительное. Он принес мой металлический сундук, то сокровище, которое содержит задокументированные фрагменты моей жизни. «Мы его забрали, Егор Петрович», — говорит он, ставя сундук рядом с моей кроватью. «Но у меня плохие новости». Когда мы выходили из кладовки, появился Олег. Он увидел нас с Мариной и сундуком. Мы пытались его задержать, но он сбежал. У меня ком в горле. А Марина? Она в безопасности. Мы разместили ее в приюте для женщин в группе риска. У нее круглосуточная полицейская охрана. Вы думаете, Олег может причинить ей вред? Майор тяжело вздыхает. Мы не можем ничего исключать в данный момент. Ваш сын загнан в угол. Он потерял контроль над ситуацией. Это делает его непредсказуемым. Я киваю, понимая серьезность происходящего. Мой сын — мальчик, которого я с такой любовью растил после того, как овдовел, теперь считается потенциальной угрозой, беглецом от правосудия. «Мы объявили его в розыск», — продолжает майор. «Но тем временем мы усилили охрану здесь. 2 офицера будут постоянно дежурить у вашей двери». Я смотрю на сундук, последний осязаемый след моей прежней жизни. «Могу я его открыть?» «Конечно, он ваш». Дрожащими руками я вставляю ключ в замок. Ржавый металл поддается со скрипом. Я поднимаю крышку, и запах старой бумаги и сохраненных воспоминаний наполняет мои чувства. Вот оно все. Пожелтевшие документы на дом, фотографии улыбающейся Маргариты с маленьким Олегом на руках, моя сберегательная книжка, куда я десятилетиями вкладывал плоды своего честного труда. И самое ценное — мой дневник. Толстая тетрадь в потрепанной обложке, где я скрупулезно записывал каждую важную сделку в своей жизни. Займы Олегу на его неудачные бизнесы, инвестиции в его образование, медицинские расходы, когда Маргарита заболела, стоимость каждого ремонта в доме. «Этот дневник — чистое золото для нашего дела», — говорит майор, осторожно его пролистывая. Он доказывает не только систематическое финансовое насилие, но и вашу ясность ума на протяжении многих лет. Я беру фотографию, на которой Олег ребенок сидит у меня на плечах, пока я мешаю цемент на стройке.
Его улыбка была искренней. Его глаза сияли восхищением. «Куда делся этот мальчик, майор? Когда вы найдете Олега, могу я поговорить с ним, прежде чем его будут судить?» «Это нестандартная процедура. Но, учитывая обстоятельства, я посмотрю, что можно сделать. Этой ночью, с возвращенным сундуком и 2 офицерами, охраняющими мою дверь, я впервые за много недель сплю глубоко. Мне снится Маргарита, молодая и красивая, какой я ее встретил. Мы в нашем только что построенном доме вместе красим стены. «Ты поступил правильно, Егор», — говорит она своим голосом, по которому я так скучаю. «Я всегда знала, что ты защитишь то, что мы построили». На следующее утро я просыпаюсь с новой решимостью. Сундук у моей кровати — осязаемое напоминание о том, что правосудие начинает действовать в мою пользу. Медсестра Орлова входит с завтраком и новостями. «Егор Петрович, нотариус, который приходил с вашим сыном, здесь. Он хочет с вами поговорить. Меня это удивляет». Гусев. «Зачем ему меня видеть? Говорит, это важно. Майор Ульянов уже уведомлен и едет сюда». Я киваю. «Хорошо, пусть войдет». Нотариус входит с серьезным выражением лица. Это мужчина лет 60, седой, с респектабельным видом. Он садится у моей кровати с явным неудобством. «Егор Петрович, я пришел принести вам свои извинения и прояснить свое участие в этом деле. Вы знали, что доверенность была поддельной?» Спрашиваю я прямо. «Нет, не вначале», — отвечает он дрожащим голосом. «Ваш сын представил документы, которые казались в порядке. Но потом у меня возникли сомнения. Подпись не совсем совпадала с предыдущими записями, которые у нас были от вас. Когда я спросил вашего сына, он заверил меня, что вы больны и у вас не твердая рука. Я должен был копнуть глубже. Я знаю. И почему вы пришли сейчас? Потому что я видел новости. Вашего сына разыскивает полиция. И потому что он на мгновение замолкает. Потому что он пытался подкупить меня, чтобы я засвидетельствовал, что все в порядке, если возникнут вопросы. В этот момент прибывает майор Ульянов как раз вовремя, чтобы услышать это признание. Он садится и внимательно слушает, как нотариус объясняет, как Олег давил на него, как предлагал деньги за подделку дополнительных документов, как даже угрожал ему, когда тот начал выражать сомнения. «Вы готовы дать официальные показания?» — спрашивает майор. «Да», — твердо отвечает нотариус. «Я больше не могу быть соучастником в этом. Это противоречит всему, что представляет моя профессия. Ваши показания будут решающими для аннулирования продажи дома», — говорит майор. «Насчет этого», — вмешивается нотариус, — «я говорил с покупателями». Я объяснил им ситуацию. Это пожилая пара, которая искала дом для выхода на пенсию. Когда они узнали, что происходит, они отнеслись с пониманием. Они готовы отменить покупку, если им вернут деньги. Искра надежды зажигается в моей груди. Мой дом, мой очаг может ко мне вернуться. Проблема в том, продолжает нотариус, что ваш сын уже потратил большую часть аванса. Нам нужно будет найти эти средства, чтобы завершить отмену продажи. Майор Ульянов задумчиво кивает. Мы отслеживаем его финансовые перемещения. Если мы сможем доказать, что деньги были получены мошенническим путем, судья может приказать их взыскать с любого счета или имущества, приобретенного на них. Когда нотариус уходит, я остаюсь смотреть на металлический сундук, который хранит мое прошлое. Майор изучает документы, которые я достал,
методично организую их для юридического дела, которое они строят. Егор Петрович, с этим и показаниями нотариуса у нас сильное дело, но нам нужно найти вашего сына. У вас есть идеи, где он мог бы скрываться? Я думаю об Олеге, о местах, которые он посещал, о людях, которых знал. У него есть друг в Твери, Федор Морозов. Они раньше вместе вели дела. Если он в бегах, он мог бы искать убежище там. Майор делает пометку и звонит, давая указание проверить эту наводку. Тем временем приходит социальный работник с новыми новостями. «Егор Петрович, мы отследили вашу пенсию. Ваш сын открыл совместный счет, куда поступали средства. Мы запросили у банка отменить несанкционированные переводы. Кажется, что каждая часть головоломки начинает становиться на свое место. Справедливость, которая казалась такой далекой, когда я был брошен в этой больнице, теперь продвигается с неумолимой решимостью. Доктор Васильев входит с обеспокоенным выражением лица. «Егор Петрович, я только что получил звонок от социального работника из приюта, где находится Марина. Олега видели бродящим в том районе. Полиция в состоянии готовности, но они обеспокоены. Она в порядке?» «Да, она в безопасности. Они усилили охрану, но очевидно, что ваш сын в отчаянии и потенциально опасен. Майору Ульянову звонят, и он выходит в коридор, чтобы ответить. Он возвращается через несколько минут с напряженным выражением лица. «У нас есть информация, что ваш сын может попытаться проникнуть в больницу. Мы предупредили охрану и усилили все входы. Но в качестве меры предосторожности мы переведем вас в другую палату, в более защищенной зоне. Через несколько минут я оказываюсь в новой палате в другом крыле больницы. Она меньше предыдущей, но у нее есть решающее преимущество. Она находится в зоне ограниченного доступа с контролем безопасности на входе. «Это лишь превентивная мера», — уверяет меня майор. «Мы не думаем, что ваш сын будет настолько безрассуден, чтобы попытаться что-то здесь сделать, но лучше не рисковать». Я устраиваюсь на новой кровати, осмысливая все происходящее. Мой сын, которого я растил один столько лет, которому я преподал ценность честного труда и ответственности, теперь считается угрозой, от которой меня нужно защищать. Ирония болезненна, почти невыносима. Вечер проходит в напряженном спокойствии. Ко мне приходит главный врач больницы, который уверяет меня, что у них есть строгие протоколы для подобных ситуаций и что моя безопасность гарантирована. Майор Ульянов приходит и уходит, координируя свои команды, следуя зацепкам о местонахождении Олега. Ближе к вечеру медсестра Орлова приносит мне сюрприз. Моя соседка Клавдия Петровна пришла меня навестить. Увидеть ее наполняет меня неожиданной радостью. Это знакомое лицо. Связь с моей нормальной жизнью, с районом, где я прожил десятилетия. «Егор, старый упрямец», — приветствует она меня с фамильярностью многолетней соседки. «Смотри, в какую передрягу ты попал». Я не попадал ни в какую передрягу, Клавдия. Передряга нашла меня сама. Она садится рядом с моей кроватью и рассказывает последние новости района. Как соседи постепенно узнали о том, что происходит. Как многие возмущены действиями Олега. Как некоторые даже предложили помощь, когда я вернусь домой. «Твой дом там, ждет тебя, Егор. Покупатели уехали вчера. Кажется, они больше не заинтересованы». «Как дом? Пустой в основном. Они вывезли почти всю мебель. Но стены стоят. И та липа, которую ты посадил, когда родился Олег, стала больше и сильнее, чем когда-либо. Упоминание о липе вызывает у меня яркое воспоминание. Маргарита, держащая на руках маленького Олега, пока я сажаю дерево. «Они будут расти вместе», — сказал я тогда. «Дерево будет давать тень нашему сыну, когда он станет мужчиной».
«Ты что-нибудь слышала об Олеге?» — осторожно спрашивает Клавдия. «Он в бегах. Полиция его ищет. Никогда не думал, что все так закончится. Помню, когда он был ребенком, как он ходил за тобой повсюду, как хотел быть похожим на тебя. Я тоже не понимаю, Клавдия. В какой момент я потерял своего сына? Ты его не потерял, Егор. Он сам себя потерял. Ее слова, простые, но глубокие, отзываются во мне. Может быть, она права? Может быть, я ничего не мог сделать иначе, как отец. Некоторые люди просто принимают неверные решения, поддаются жадности, отчаянию или обиде. Когда Клавдия уходит, я остаюсь размышлять над нашим разговором. Ночное небо Москвы простирается за моим окном, темное полотно, усыпанное далекими огнями. Где-то в этой необъятности мой сын скрывается, загнанный в угол, отчаявшийся. И, несмотря на все, что он сделал, часть меня все еще беспокоится о нем. Майор Ульянов возвращается поздно вечером с важными новостями. «Егор Петрович, мы нашли вашего сына. Он в Твери, как вы и предполагали. Мы окружили место и готовим операцию по его задержанию. Будет насилие. Мы сделаем все возможное, чтобы его избежать. Но ваш сын может быть вооружен и в данный момент непредсказуем. Могу я поговорить с ним по телефону? Может быть, прежде чем он сделает что-то, откуда нет возврата. Майор обдумывает мою просьбу. Это рискованно. Это может его спугнуть. Но я понимаю ваше беспокойство. Я посмотрю, что можно сделать. Он уходит, чтобы сделать несколько звонков. Пока я жду, я достаю из металлического сундука последнюю фотографию, которую мы сделали вместе. Олег и я, всего год назад. Мы были на крыше стройки, где он получил контракт, благодаря моим связям. Мы улыбаемся в камеру, отец и сын, с горизонтом Москвы на заднем плане. Ничто на этом снимке не предвещало того, что произойдет дальше. Майор возвращается с мобильным телефоном. Мы с ним связались. Он готов с вами поговорить. Мы отслеживаем звонок, и операция готова. Когда вы закончите говорить, мы приступим к задержанию. Он передает мне телефон с уже установленным соединением. Голос Олега звучит отдаленно, напряженно. «Папа». «Олег». «Сынок, где ты?» «Как будто ты не знаешь. Полиция меня окружила. Все из-за тебя. Из-за меня. Ты бросил меня в больнице, подделал документы, пытался украсть у меня все, что я построил своим потом». Молчание на том конце провода. Затем вздох, полный гнева и смирения. «Ты не понимаешь, папа. Ты никогда не понимал. Долги, давление. Мне нужны были эти деньги? Иначе опасные люди пришли бы за мной. Ты мог бы попросить у меня помощи, сынок. Как ты всегда делал. Зачем? Чтобы выслушать очередную проповедь об ответственности и усердном труде? Чтобы снова почувствовать себя неудачником по сравнению с тобой, великим Егором Кузнецовым, уважаемым всеми мастером-строителем? Его слова меня удивляют. Так вот, как он меня видел? Как постоянного судью, недостижимую планку, с которой он себя сравнивал, и всегда оказывался ниже. Я никогда не хотел, чтобы ты так себя чувствовал, Олег. Неважно. Уже слишком поздно. Нет, не поздно. Сдайся мирно. Сотрудничай с властями. Есть путь назад, сынок. Путь назад? Я сяду в тюрьму, папа. А Марина? Она меня предала. Она отняла у меня все. Марина беременна, Олег. Ты станешь отцом. Снова молчание. На этот раз дольше. Когда он снова заговорил, его голос изменился. В нем слышалось замешательство, удивление. «Ребенок? У меня будет ребенок?» «Да». «Ребенок, который заслуживает знать своего отца, а не расти с тенью того, что ты сделал». Я слышу его прерывистое дыхание,
Звук шагов, как будто он нервно ходит из стороны в сторону. «Что мне делать, папа?» Впервые в этом разговоре он звучит, как тот мальчик, которым он когда-то был, ищущий моего совета, моего одобрения. «Поступи правильно, сынок. Хоть раз поступи правильно, сдайся, ответь за свои поступки. Докажи, что ты лучше этого». Еще молчание. Затем побежденным голосом: «Хорошо, папа, я сделаю это». Майор Ульянов, который незаметно слушал, берет телефон и дает указание приступить к задержанию. Он уверяет меня, что все будет сделано с максимальной осторожностью, чтобы избежать насилия. Когда он вешает трубку, он смотрит на меня со смешанным чувством уважения и понимания. «Вы только что спасли жизнь своему сыну, Егор Петрович. И, возможно, кому-то еще. Он был вооружен и в отчаянии». Я киваю, чувствуя огромный груз на своих плечах, как балки, которые десятилетиями поддерживали крыши, что я строил, неся невидимые, но критически важные нагрузки. Что будет теперь? Его доставят в Москву. Ему предъявят обвинения в подделке документов, мошенничестве, оставлении в опасности и незаконном хранении оружия. Но его сотрудничество будет учтено в его пользу. Я смотрю в окно на ночь, покрывающую город. Где-то в этой темноте моего сына задерживают, надевают наручники, сажают в полицейскую машину. Мальчик, которого я когда-то носил на плечах, пока строил дома для других. Теперь мужчина, который почти разрушил наш собственный. «Майор, когда я смогу его увидеть?» «Вероятно, завтра. После того, как его допросят. Я организую, чтобы вы могли посетить его в следственном изоляторе, если ваше медицинское состояние позволит». Доктор Васильев, который тихо вошел во время нашего разговора, кивает. «С медицинской точки зрения Егор Петрович стабилен. Если он поедет в инвалидном кресле и под медицинским наблюдением, я не вижу препятствий». Так и договорились. Завтра я увижу своего сына. Не как свободного человека, которого я вырастил, а как задержанного, которому грозят годы тюрьмы за его действия против меня. Когда все уходит, и я остаюсь один в палате, только с охранником у двери, я снова достаю фотографию Олега ребенка у меня на плечах. Я помню тот день с кристальной ясностью. Мы строили школу в Бирюлево. Прораб разрешил мне взять сына, потому что Маргарита была больна, и мне не с кем было его оставить. Олег был очарован всем. Бетономешалками, лесами, людьми, работающими слаженно, как хорошо отлаженный механизм. «Папа, откуда ты знаешь, куда класть каждый кирпич?» — спросил он меня с тем детским любопытством, которое его отличало. «Потому что я следую плану, сынок», — ответил я ему. «Каждой стройке нужен план. Без него ты просто складываешь кирпичи наугад». Может быть, в этом и была проблема с Олегом. Он вырос без четкого плана для своей жизни. Я был так занят строительством домов для других, обеспечением нашего существования, что не уделил достаточно времени, чтобы помочь ему спроектировать его собственное будущее. Или, может быть, как сказала Клавдия, он просто потерял себя по пути. Он выбирал короткие пути там, где следовало идти длинной, но безопасной дорогой. Он искал быстрых решений там, где требовались терпение и постоянный труд. Как бы то ни было, завтра я его увижу. И несмотря на все, что он сделал, несмотря на боль, которую он мне причинил, он все еще мой сын. Последняя связь с Маргаритой, с нашей совместной жизнью, с тем человеком, которым я был до того, как остался один, с маленьким ребенком и неопределенным будущим. С этой мыслью я убираю фотографию в сундук и закрываю глаза. Завтра будет трудный день. День столкновений и горьких истин. Но он также может стать, если мне повезет, первым днем долгого и трудного пути к примирению. Не только с Олегом, но и с моими собственными неудачами как отца. Сон приходит медленно.
убаюканный постоянным звуком медицинских мониторов и далеким гулом города, который никогда не спит. Города, полного домов, которые я построил, очагов, которые я помог создать для других, пока мой собственный рушился, а я этого не замечал. Утро приносит новость о том, что Олега перевезли в Москву и предъявили ему обвинения по нескольким статьям. Майор Ульянов сообщает мне, что мой сын сотрудничал во время задержания, как и обещал по телефону. Он не оказал сопротивления и сдал оружие, которое у него было. «Он в следственном изоляторе», — говорит он мне за завтраком. «Я договорился, чтобы вы могли увидеть его сегодня в полдень, как мы и решили». Я киваю, испытывая смешанные чувства. Облегчение от того, что Олег в безопасности и под стражей. Грусть от того, что вижу его в такой ситуации. И странное чувство завершенности, как когда укладываешь последний камень в строении. Доктор Васильев заходит на свой утренний осмотр. «Егор Петрович, физически вы готовы к этой встрече, но морально видеть своего сына в таких обстоятельствах будет нелегко. Мне нужно это сделать, доктор. Мне нужно посмотреть ему в глаза. Мне нужно понять. Я понимаю. Медсестра Орлова будет вас сопровождать. Она будет следить за вашим состоянием и сможет вернуть вас в больницу, если понадобится. Утро проходит в приготовлениях. Я тщательно бреюсь. Надеваю чистую одежду, которую мне принесла Клавдия из дома. Я хочу встретиться с Олегом не как уязвимый пациент, а как тот человек, которым я являюсь. Строитель, воздвигший сотни домов, отец, в одиночку вырастивший сына, человек, который отказывается быть жертвой. В полдень меня везут в инвалидном кресле к служебной машине. Медсестра Орлова сопровождает меня, бдительная, но незаметная. Майор Ульянов встречает нас у входа в здание прокуратуры, серое и внушительное здание в центре города. «Егор Петрович, я проведу вас в комнату для допросов, где вы сможете поговорить с сыном наедине. За дверью будет офицер для безопасности, но мы дадим вам возможность поговорить. Пока меня везут по строгим коридорам, я замечаю взгляды сотрудников. Некоторые с любопытством, другие с сочувствием. Я задаюсь вопросом, сколько таких случаев, как мой, прошло через эти кабинеты? Сколько преданных отцов? Сколько обманутых стариков? Сколько семей, разрушенных жадностью? Комната для допросов маленькая и функциональная. Металлический стол, 4 стула, серые стены без украшений. Меня усаживают за стол, и майор предлагает мне воды, которую я с благодарностью принимаю. Во рту пересохло. Сердце колотится. «Я приведу его через минуту», — говорит майор, уходя. Медсестра Орлова мягко сжимает мое плечо. «Я буду снаружи, если понадоблюсь, Егор Петрович. Не торопитесь. Но помните, что вам нельзя переутомляться». Я киваю, благодарный за ее заботу. Когда она уходит, я остаюсь один со своими мыслями, воспоминаниями, неотвеченными вопросами. Дверь снова открывается. 2 офицера сопровождают Олега. Видеть его таким, в наручниках, с изможденным лицом и бегающим взглядом, причиняет мне боль, которой я не ожидал. На мгновение я вижу не 42-летнего мужчину, который пытался лишить меня всего, а 8-летнего мальчика, который плакал по ночам, зовя свою мать. Офицеры усаживают его напротив меня и уходят, оставляя нас наедине с нашими правдами и ложью. Тишина между нами становится густой и удушающей, как плохо замешанный цемент. Наконец я говорю первым. «Почему, Олег?» Он поднимает глаза. Его глаза, так похожие на глаза Маргариты, красные и впалые. «Ты бы не понял. Попробуй. Я растил тебя один более 30 лет. Я строил дома, чтобы ты мог учиться. Я дал тебе все. Я заслуживаю хотя бы объяснения». Олег горько усмехается. «Ты дал мне все.
Да, ты дал мне крышу над головой и еду. Но тебя никогда по-настоящему не было рядом. Всегда была стройка, да, работа, строительство. Я работал, чтобы содержать нас, Олег. Чтобы дать тебе возможности, которых у меня никогда не было. И какая от этого польза? Посмотри на меня сейчас. Неудачник с долгами по уши. Каждый бизнес, который я пытался начать, каждая инвестиция, все провалилось. А ты все так же был рядом, великий Егор Кузнецов, уважаемый всеми мастер-строитель. Его слова бьют по мне, как кирпичи. Я никогда не думал, что мой усердный труд, моя честность могут стать для него бременем. Это не оправдывает того, что ты сделал. Ты знаешь, каково это — жить в тени идеального отца. Знаешь, каково это, когда все ожидают, что ты будешь таким же, как он. Когда все постоянно тебя сравнивают. Твой отец полрайона построил своими руками. Твой отец никогда в долг не берет. Твой отец — честнейший человек. Я не знал, что ты так себя чувствовал, признаю я, удивленный этим откровением. Но это не объясняет, почему ты решил бросить меня в больнице и все у меня украсть. Олег опускает взгляд. Долги, папа. Я должен больше 1 000 000 рублей людям, которые не принимают извинений. Они угрожали мне и Марине. И твоим решением было пожертвовать мной? Своим собственным отцом? Я увидел возможность. Операция на бедре, твой возраст. Я думал, что смогу убедить всех, что ты больше не в состоянии жить один, что тебе нужен постоянный уход. Дом бы продался. Я бы расплатился с долгами. А ты был бы в месте, где о тебе позаботятся. В месте, где ты бы оставил меня, чтобы я был забыт навсегда. Олег не отвечает. В этом нет необходимости. Мы оба знаем правду. «Марина беременна», — говорю я после паузы. «Ты станешь отцом. Я знаю. Ты сказал мне по телефону, до сих пор не могу поверить». «Ребенок все меняет, Олег. Говорю тебе по опыту. Когда ты родился, когда твоя мать умерла, мне пришлось переосмыслить всю свою жизнь». Олег смотрит на меня с выражением, которое я не могу расшифровать. Раскаяние, смирение, простая усталость. «Что теперь будет?» — наконец спрашивает он. «Это отчасти зависит от тебя. Обвинения серьезные. Подделка документов, мошенничество, оставление в опасности, незаконное хранение оружия. Ты можешь провести много лет в тюрьме. А ты чего хочешь, папа, да, чтобы я сгнил в камере? Это твоя месть?» Я смотрю на него, по-настоящему смотрю, сквозь гнев, обиду, годы отчуждения. Я вижу сломленного человека, человека, который принял все возможные неверные решения и теперь сталкивается с последствиями. Я хочу справедливости, Олег. Но я также хочу, чтобы у моего внука было будущее. А это подразумевает трудные решения. Я наклоняюсь вперед, игнорируя тупую боль в бедре. Слушай меня внимательно, Олег. То, что ты сделал, не имеет оправдания. Ты бросил меня, когда я больше всего в тебе нуждался. Ты пытался украсть у меня все, что я построил своими руками. Ты планировал стереть меня из своей жизни, как будто я старая, ненужная мебель. Олег опускает взгляд, не в силах выдержать мой. Но ты все еще мой сын. И скоро станешь отцом. И я не могу. Я не хочу, чтобы мой внук рос с отцом в тюрьме. Что ты говоришь? Я говорю, что есть альтернативы. Я говорил с прокурором. Если ты будешь полностью сотрудничать, если вернешь то, что осталось от денег, если поможешь аннулировать продажу дома и официально признаешь то, что сделал, мы могли бы договориться об условном сроке с общественными работами. Ты бы сделал это для меня, после всего. Я делаю это не для тебя, Олег. Я делаю это для твоего сына, для моего внука. И я делаю это для Маргариты, которая всегда верила, что ты станешь
хорошим человеком. Слезы появляются в глазах Олега, но на этот раз другие. Слезы стыда, может быть, раскаяния. Я этого не заслуживаю, папа. Нет, не заслуживаешь. Но иногда жизнь — это не о том, чего мы заслуживаем, а о том, что нам нужно, чтобы двигаться дальше. Когда офицеры возвращаются, чтобы забрать Олега, наши взгляды встречаются в последний раз. Прощения еще нет. Для этого слишком рано. Но есть понимание, взаимное признание того, что это не конец, а болезненное начало чего-то нового. Майор Ульянов провожает меня обратно к машине, где ждет медсестра Орлова. «Как вы себя чувствуете, Егор Петрович?» Как будто закончил возводить особенно сложную стену. Устал, но с удовлетворением от проделанной работы. Майор улыбается моей строительной аналогии. «Ваш сын согласился полностью сотрудничать. Он уже подписал подробное признание и обязался содействовать аннулированию продажи дома. Прокурор серьезно рассматривает возможность условного срока, как мы и обсуждали. А Марина? Мой внук. Они в безопасности? Марина останется в приюте, пока юридическая ситуация не разрешится. Потом ей придется решать, что делать. Но ее показания и сотрудничество также играют в ее пользу. На обратном пути в больницу я смотрю на улицы Москвы через окно. Улицы, по которым я ходил десятилетиями, районы, где я строил дома, парки, куда я водил Олега играть, когда он был ребенком. Мой город, моя жизнь, моя история. Медсестра Орлова замечает мое задумчивое молчание. «О чем вы думаете, Егор Петрович?» «О домах, которые я построил. О том, как у каждого были свои вызовы, свои особые проблемы. Никогда не бывает двух одинаковых домов, знаете ли, как и двух одинаковых семей». Она кивает, понимая мысль за моими словами. Следующие дни — это вихрь юридической и административной деятельности. Майор Ульянов регулярно навещает меня с новостями по делу. Олег сдержал свое слово. Он сотрудничает с властями, предоставил подробную информацию о своих действиях, подписал необходимые документы для аннулирования продажи дома. Нотариус, теперь раскаявшийся и сотрудничающий, ускорил процедуры по отмене мошеннических сделок. Покупатели, тронутые историей, согласились на аннулирование без особых осложнений, кроме возврата их денег. Через неделю после встречи с Олегом я получаю новость, которую ждал. Я могу вернуться домой. Мой дом, юридически возвращенный, ждет меня. Доктор Васильев входит с улыбкой. Хорошие новости, Егор Петрович. Документы готовы. Завтра вы можете официально вернуться домой. Спасибо, доктор. За все. Не только за то, что вылечили мое бедро, но и за то, что спасли мою жизнь в нескольких смыслах. Я лишь делал свою работу, а вы проявили силу, которой обладают немногие в любом возрасте. Что будет с Олегом? Майор Ульянов сообщил мне, что судья принял соглашение. 5 лет условно, обязательные общественные работы и, что самое важное, психологическая терапия для него и сеансы семейной медиации для вас обоих. Я медленно киваю. Это не идеальный конец, но это начало. В тот вечер, последний в больнице, ко мне приходит неожиданный гость. Марина в сопровождении социального работника. «Егор Петрович», — говорит она робким голосом, — «я хотела увидеть вас, прежде чем вы вернетесь домой завтра». «Проходи, Марина». Она садится у моей кровати, положив руки на свой слегка округлившийся живот. «Я хотела поблагодарить вас за то, что вы сделали для Олега, для нашего ребенка. Я знаю, мы этого не заслуживаем». «Ты с ним говорила? Мне разрешили навестить его вчера». «Он другой. Более спокойный, более задумчивый.
Он упомянул что-то о том, чтобы начать работать на стройке, когда все это закончится. Сказал, что, может быть, пришло время пойти по стопам отца, но правильным путем. На этот раз я испытываю смешанное чувство надежды и скептицизма. Олег много чего говорил раньше, давал много обещаний. Но, может быть, на этот раз, с перспективой отцовства, и после того, как он достиг дна, его слова имеют другой вес. Время покажет, Марина. Слова — это легко. Поступки — вот что имеет значение. Я знаю. Поэтому я хотела сказать вам еще кое-что. Когда ребенок родится, я бы хотела, чтобы вы были важной частью его жизни. Чтобы вы научили его тому, чему учили многих годами. Строить прочные вещи. Вещи, которые долговечны. Мысль о внуке, о новом поколении Кузнецовых наполняет меня эмоцией, которые я не ожидал. Несмотря на всю боль, на предательство, жизнь продолжается, предлагая новые возможности, новые начинания. Я бы этого хотел, Марина. На следующий день я, наконец, покидаю больницу. Майор Ульянов настаивает на том, чтобы лично отвезти меня домой. Социальный работник, доктор Васильев и медсестра Орлова приходят меня проводить. Они стали для меня чем-то большим, чем просто профессионалами, выполняющими свою работу. Они союзники, почти друзья. Когда машина майора останавливается перед моим домом в Сокольниках, у меня ком в горле. Сад запущен, краска местами облупилась, но это все еще мой дом. Дом, который я построил своими руками. «Вам помочь войти, Егор Петрович?» — спрашивает майор. «Нет, спасибо, я сам справлюсь». Медленными, но твердыми шагами я иду к двери. Каждый шаг — это триумф. Каждый пройденный метр — победа над теми, кто пытался отнять у меня не только мой дом, но и мое достоинство. Я вставляю ключ в замок и открываю дверь. Внутри почти пусто. Мебель, воспоминания, фотографии — почти все исчезло. Но стены стоят, фундамент цел. И этого достаточно, чтобы начать сначала. Я иду в ту комнату, что была моей. Кровати больше нет, но в забытом углу я нахожу свою старую строительную каску. Я беру ее в руки, чувствуя ее вес, вспоминая годы честного труда, постоянных усилий. Майор Ульянов появляется в дверях. «Егор Петрович, вы уверены, что хотите остаться здесь сегодня ночью? Дом практически пуст». «Я уверен, майор. Я годами спал на стройках. Пустой дом — это дворец по сравнению с этим. Как скажете. Я заеду к вам завтра, чтобы проверить, как вы. И помните, если что-нибудь понадобится, немедленно звоните». Когда майор уходит, я обхожу каждую комнату дома. В каждой я нахожу отголоски прошлого. Кухня, где Маргарита каждое утро готовила кофе, прежде чем я уходил на работу. Гостиная, где Олег делал уроки. Маленький задний двор, где я посадил ту липу, которая теперь дает тень, наполовину сада. Мой дом пуст, но не разрушен. Как и я сам. Лишенный многого, но не побежденный. В тот вечер я устраиваю себе постель из нескольких одеял, которые настоял привезти майор. Перед сном я выхожу на задний двор и сажусь под липой. Звезды сияют на небе Москвы, едва видимые сквозь световое загрязнение. Я думаю обо всем, что произошло. Об оставлении, предательстве, борьбе за справедливость. Я думаю об Олеге, о его ошибках, о его неопределенном будущем. Я думаю о внуке, который родится, о возможности для нового поколения. И впервые за много недель я чувствую покой. Это не идеальный покой, не счастливый конец сказки. Это несовершенный покой,
построенный на треснувшем, но все еще прочном фундаменте. Покой, который, как и дома, что я строил всю свою жизнь, потребует постоянного ухода, периодического ремонта, может быть, даже некоторых серьезных обновлений. Но это мой покой, мой дом, моя жизнь. Следующие дни приносят новые вызовы. Клавдия и другие соседи помогают мне достать немного основной мебели. Майор Ульянов регулярно навещает меня, убеждаясь, что все в порядке. Социальный работник помогает мне восстановить контроль над моими банковскими счетами, переоформить пенсию, составить план по возвращению того, что потратил Олег. Через неделю после моего возвращения мне звонят из приюта, где находится Марина. У нее было первое УЗИ. Это мальчик. Они хотят назвать его Егором, в мою честь. Новость наполняет меня противоречивыми эмоциями. Внук, который будет носить мое имя, который вырастет, зная историю нашей семьи с ее светом и тенями, новый Кузнецов, который, я надеюсь, объединит в себе лучшее от всех нас. В тот же день я начинаю убирать комнату, которая была комнатой Олега в детстве. Сейчас она пуста. Но с небольшими усилиями, с некоторыми инструментами и материалами она может стать комнатой для моего внука. Местом, где он сможет оставаться, когда будет навещать своего деда. Пока я подметаю скопившуюся пыль, я нахожу что-то в углу. Маленький игрушечный грузовик, который я подарил Олегу, когда ему исполнилось 5 лет. Он потрепан, с облупившейся краской, но, на удивление, цел. Я осторожно его протираю и ставлю на полку. Первый предмет в новой жизни этого дома. Снаружи липа, которую я посадил, когда родился Олег, усыпана плодами. Яркие желтые липовые цветы — напоминание о том, что жизнь продолжается, что даже после самых сильных бурь бывает новая жизнь, новый урожай. Меня зовут Егор Петрович Кузнецов. Мне 68 лет. 50 лет я строил дома для других. Теперь мне предстоит восстановить свой собственный. И на этот раз я имею в виду не только стены и крышу, но и то, что действительно делает дом домом, семью, которая в нем живет. Мой сын оставил меня в больнице и так и не вернулся за мной. Но жизнь в своей бесконечной мудрости нашла способ восстановить справедливость. Не справедливость наказания и мести, а справедливость искупления и новых начинаний. Потому что, в конце концов, лучший дом — это не тот, что построен из самых дорогих материалов или с самой роскошной отделкой. Лучший дом — это тот, что построен на фундаменте прощения, надежды и вторых шансов. И именно такой дом я теперь в свои 68 лет своими мозолистыми руками строителя и своим израненным, но целым сердцем собираюсь построить.